На предпоследнем в 2018 году заседании сессии парламента, на котором был представлен государственный бюджет Республики Абхазия на 2019 год, народные избранники очень серьезно отнеслись к изучению документа. Еще только ознакомившись с некоторыми статьями бюджета, у депутатов возникло к Минфину немало вопросов. По сравнению с прошлым годом, основной финансовый документ страны особо не претерпел изменений. Правда, некоторым районам, в частности Сухумскому и Очимчирскому, в бюджете 2019 года были урезаны дотации. Именно этот факт и вызвал недовольство депутатов. Со дня принятия в производство проекта государственного бюджета в парламентском комитете по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам ежедневно велась кропотливая работа над внесением изменений и дополнений в главный финансовый документ страны для того, чтобы найти выход из сложившейся ситуации. Мы поставили такую себе цель и вообще взяли за основу, что мы сформируем некий титульный лист замечаний, предложений депутатов. Перекроить бюджет его практически невозможно. То есть, когда ты его начинаешь где-то урезать и где-то добавлять, ты должен понимать, для того, чтобы добавить кому-то, ты должен у кого-то это убрать, то есть урезать смету расходов. Поэтому во избежание каких-либо урезаний, там, в частности, ущемлений даже, вот все же у кого-то забери рубль, начинается возмущение. Поэтому мы не пошли по этому пути. Мы стали изыскивать дополнительные доходы. То есть мы стали извлекать, постарались мобилизировать те вот какие-то скрытые возможности. Обычно всегда при верстке бюджета и при том, как планируется и делается индикативный план, всегда какой-то резерв остается. Это некий такой, как я выражаюсь, люфт свободного хождения денежных средств. Мы постарались его вскрыть, то есть выявить для себя, где же мы можем найти дополнительные средства, чтобы где-то добавить, кому-то как-то помочь. Если Сухумскому району изначально было выделено дотаций 7,5 миллионов, то депутаты нашли возможность и повысили уровень дотаций до показателя прошлого года – 25 миллионов. Что касается Очимчирского района, то здесь дополнительные средства изысканы не за счет межбюджетных трансферов, а за счет внутренних доходов. Кроме того, на 5 миллионов рублей увеличены дотации городу Сухум. Эти средства целевые, и пойдут они на благоустройство нового района столицы. Депутаты также увеличили статьи расходов Министерства культуры и Комитета по физкультуре и спорту. По Минкульту мы сделали хорошие увеличения, в частности, по программам Минкульта. Увеличили драмтеатр Чанба, мы русский драматический театр и филармонию. Абхазфильм дали мы тоже, потому что все мы знаем, что озвучивание наших мультиков это так колоритно, так красиво, поэтому на Абхазфильм мы тоже увеличили. К нам обратился комитет по спорту. Их урезали, честно говоря, на 8 миллионов. Но что такое спорт? Я, наверное, если буду говорить, зачем говорить то, что мы все знаем? Это наши дети, это наше будущее. Поэтому депутаты согласились с тем, чтобы увеличить комитету по спорту. Возникает резонный вопрос, откуда же были изысканы средства на увеличение дотаций? Необходимые средства были найдены в Государственном таможенном комитете, изысканы по дивидендам Абхазтопа, а также были учтены доходы от акцизов. Мы считали, обсуждали, где пришли к мнению, что 20 миллионов таможня может увеличить по так называемому ввозному НДС на товары, ввозимые на территорию Республики Абхазия. Потом мы пошли, хотя этот вопрос тоже вызывал достаточно неоднозначное отношение, по дивидендам Абхазтопа. Но опять же, у всех было на слуху, что сделали дорогу к мемориалу Владислава Григорьевича Ардзева. Откуда взяли эти деньги? Эти деньги взяли, это дивиденды Абхазтопа за прошлый год. Да? Поэтому мы по пути пошли. Они не были учтены в доходах на 2019 год. Мы настояли на том, что, извините, это доходы государства. Да, РУП является оперативным управленцем в данном конкретном случае, но дивиденды, он действует от имени государства. И деньги должны быть в казне. Поэтому мы там запланировали 30 миллионов. Вот уже было 50 мы отыскали. Следует отметить, что впервые депутатами парламента в проект государственного бюджета страны введены два пункта. Они касаются регламентирования части расходования средств различных фондов. В частности, теперь ремонтно-восстановительные работы, планируемые за счет средств резервного фонда управления капитального строительства, будут проводиться по перечню, утверждаемому Народным собранием Абхазии. Кроме того, Кабинет министров республики должен подготовить нормативно-правовую базу в части расходования бюджетных средств уже ко времени представления следующего бюджета. Ирина Аршба, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение.